Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Продолжаем наш урок. Тема сегодняшнего урока – притяжательные окончания во множественном числе. Первое лицо – безден, наш. Окончание ымыз после твердой основы, эміз после мягкой основы и мызмыз, если корень заканчивается на гласный звук. Чтобы легко запомнить окончание множественного числа в первом лице, необходимо запомнить местоимение «без», которое заканчивается на букву «з». Поэтому везде у нас в конце пишется буква «з». А во втором лице «синдердің» переводится «ваш», «сіздердің» тоже переводится «ваш». Но отличие в том, что «сіздердің» – это у нас уважительная форма. Во втором лице окончания принадлежности не меняются, они точно такие же, как в единственном числе. Но перед ними еще добавляется окончание множественного числа. Так как местоимение «сен» во множественном числе будет «синдер». Местоимение «сіз» будет во множественном числе «сіздер». А в третьем лице «олардың» переводится «их». Здесь окончания принадлежности не меняются. Они точно такие же, как в единственном числе. Давайте посмотрим примеры. Возьмем слово «қала» – город. Менің қалам – мой город. Біздің қаламыз – наш город. Сенің қалаң – твой город. Сендердің қалаларың – ваши города. Сіздің қалаңыз – ваш город. Сіздердің қалаларыңыз – ваши города в уважительной форме. Оның қаласы – его город, олардың қаласы – их город. В казахском языке, когда присутствует местоимение «біздің», окончание принадлежности можно не добавлять. Біздің қала үлкен. Или же убрать местоимение «біздің» и добавить окончание к слову «қала». Қаламыз үлкен. Наш город большой. Қалаларың үлкен ба? Ваши города большие? Қалаларыңыз таза ма? Ваши города чистые? Астана қаласы әдемі. Чтобы закрепить знания, попробуйте составить предложение со словом «жұмыс». А в следующий раз у нас будут другие окончания. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до следующей встречи.